Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Найти и обезвредить. Привлечь надо их к уголовной ответственности за то, что они вводят в заблуждение людей. Кто подогревает слухи о возрождении Урусинской ГРЭС? Подробности у Альбины Минибаевой. Когда приходят холода? На этом месте у меня 17-я зима с 2000 года. Сколько человек уже пострадали от такой погоды и как долго продлится экстремальный минус, выяснял Эмиль Исламов. Первым делом самолеты. Птицы немножко есть, но до самолета они не долетают, наверное, уж. Почему небо порой становится крайне тесным, узнавал Рамиль Шайдулин. Брошено родными детьми, но жители поселка в беде не оставили. Соседи все помогают. Да. Пенсию получаете? Нет. Об одиночестве при живых детях. Репортаж Альбины Аслагараевой. Слухи вокруг Урусинской ГРЭС проверят правоохранительные органы. Напомним, на субботнем совещании президент Рустам Минниханов назвал вредителями тех, кто продолжает внушать жителям Ютазинского района, что гидростанция заработает. Жители, веря ложным обещаниям, не торопятся переходить на индивидуальное отопление, ведь это единственный вариант не замерзнуть. В том, что теплом Урусинской ГРЭС уже никому не согреться, убедилась Альбина Минибаева. Информация о том, что Урусинская ГРЭС заработает, как ложный маяк, дает надежду жителям Ютазинского района. Но это не больше, чем слух. На деле станция готовится к закрытию. Не исключено, что среди тех, кто пытается ложно обнадежить жителей, есть и экс-владельцы ГРЭС. Всех, кто занимается дезинформацией, президент уже назвал вредителями. Найдите собственников. Привлечь надо их к уголовной ответственности за то, что они вводят в заблуждение людей. Найдите, кто этим занимается. Это же диверсия. Этот целый город может остаться без тепла. Такая диверсия чревата последствиями. Остаться зимой без тепла – это значит замерзнуть. Поэтому президент попросил подключиться правоохранительные ведомства. После заявления и распоряжения президента сегодня правоохранители начали проверку в Ютазинском районе. Выясняются источники слухов. Именно из-за них население района до сих пор не перешло на индивидуальное отопление. Закрытие ГРЭС уже дело решенное. Станция накопила долги – 802 миллиона рублей. И это только по газу. Сумма непосильная для того, чтобы возродить предприятие. Постепенно мощности будут выводиться, и к 30 апреля Урусинская ГРЭС должна прекратить свое существование. Это значит, что двухконтурные котлы станут для населения единственным источником тепла. Кроме того, налицо и плюсы. Оплата газа только по факту потребления. И каждый потребитель сам решает, как сильно греть свой дом. Он видит, сколько у него потребление газа, сколько потребление, свой бюджет он может регулировать. Переходить на индивидуальное отопление жители района начали еще осенью. Котлы могут устанавливать и в рассрочку на несколько лет. Причем даже с учетом рассрочки и ежемесячных платежей это будет выгоднее, чем нынешние расценки ГРЭС. Проводим газовое отопление, хоть и в лизинг. Считаем, что у нас все это окупится в дальнейшем. Надеемся, что будет тепло. Хорошо, уютно. Сейчас гидроэлектростанция проходит стадию банкротства. Назначен конкурсный управляющий. И эта зима для нее станет последней. А значит, жителям стоит поторопиться. У них остается одно лето до следующей зимы. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. А тем временем сегодня ночью в некоторых районах республики столбики термометров опускались до минус 37. Трескучие морозы задержались в Татарстане на 2 недели и пока уходить не собираются. О том, что зима не приходит одна и какие проблемы несет, Эмиль Исламов. 4 кофты, куртка, 5 кофт. Самые стойкие в аномальные морозы продавцы стихийных рынков. Их то ли трудовые доходы греют, то ли просто другой закалки люди. Но завернутых в несколько слоев одежды пенсионеров можно встретить на базаре почти в любое время года. А вот в холодное время, конечно, туристы приходят. Я даже каждому говорю, чего вы сюда приходите с пустыми руками? Купите буханку хлеба, не жалко же. Резида приходит к Нижнему Кабану кормить птиц регулярно, особенно в морозы. Для городских любимцев, белых лебедей, сюда специально подвели теплый приток и построили домик. По меркам Рафика Шигапова, который 17-ю зиму проводит на улице, это настоящая роскошь. И хотя формально бездомным его назвать нельзя, каждая ночь для него может стать последней. Морозные дни бывают. Все-таки я 4 одеяла натягиваю, чтобы дыхание свое
сберечь горячее дыхание, не заморозить, не отморозить внутренности. Как оказалось, обморожение получить можно и в более безобидный минус. Врачи ожогового центра РКБ говорят, что хотя основными их пациентами оказываются люди, злоупотребляющие алкоголем, даже запоздавший на полчаса автобус может стать причиной серьезного обморожения. Есть, скажем, такие факторы, как повышенная влажность, сильный ветер, то есть там воздействие более сильное получается, и может быть даже короткое время достаточно. Ну и зависит, конечно, от организма. За минувшие 2 месяца за врачебной помощью при обморожении обратились 459 человек. И чтобы не пополнить этот список, в такие холода стоит здраво оценивать свои силы при выборе одежды и маршрута. Приход фактической зимы от календарной отстает на месяц, но сегодня ночью температура в Казани опустилась на рекордные за последние сутки минус 30 градусов по Цельсию. Правда, как обещают синоптики, уже к середине недели воздух прогреется до минус 15, а вот к субботе температура опять понизится до минус 30. Эмиль Исламов, Данил Филатов, ТНВ «Казань». С паспортом и в любое отделение Росгосстрахбанка сегодня начали выплачивать страховые возмещения вкладчикам Булгарбанка. Напомним, Центробанк отозвал у него лицензию 16 января. Получить денежные средства можно в любом отделении Росгосстрахбанка. В Казани их 7. Полный список вы видите на своих экранах. Также офисы Росгосстрахбанка открыты в Нижнекамске, Лениногорске, Зеленодольске, Лаишево и Альметьевске. Руководство финансового учреждения просит вкладчиков не переживать, ведь заявление можно написать в течение года. Выплаты можно получить сразу же, никаких заявлений писать не нужно. Если мы проверяем по паспорту клиент, если он в реестре, который нам прислал АСВ, если клиент есть в реестре, то он тут же сразу получает выплаты. Усилить контроль за банковскими структурами намерены в Госдуме. Сегодня о такой необходимости заявил Ильдар Гельмуддинов на пресс-конференции по приоритетным законопроектам весенней сессии. По мнению депутата, нужно проработать вопрос по защите средств юрлиц. У банка своих денег нет. Это все деньги наших граждан и деньги предприятий, организаций, где работают наши граждане. Вот в этом направлении поработать, наверное, можно было бы. Пролетая над гнездом голубки, птицы и самолеты не поделили воздушное пространство. В аэропорту Бегишева всерьез опасаются, что пернатые, которые поселились на соседней агрофирме, могут залететь в турбины самолетов. О том, как на 2 баррикадах разворачивается борьба за воздушное пространство, Рамиль Шайдулин. Аэропорт Бегишева, в сутки десятки вылетов, но в последние недели здесь боятся, что слаженный график собьют дикие птицы. Рядом с аэропортом ферма, в небе над ней стаи голубей. За мгновение даже одна птица может привести к катастрофе, если влетит в турбину. Для нашего предприятия, для нашего аэропорта это приоритетное направление нашей политики, нашей работы. Безопасность – это главное. Птицы стаями слетаются на корм, а его в агрофирму «Зай» привозят для крупнорогатого скота. Здесь и не знают, что привычные им голуби – помеха для авиалайнеров. Птицы немножко есть, но они тут рядом летают, до самолета они не долетают, наверное, уж им не мешают. Птицы, летающие чуть выше высоток, самые опасные. По статистике, 5% столкновений самолетов с пернатыми происходят на высоте больше 1,5 километров, 20% на высоте от 300 и треть всех столкновений меньше 300 метров. То, что с виду безобидные голуби представляют серьезную угрозу, подтвердила и недавняя прокурорская проверка, по итогам которой прокурорское представление с требованием закрыть кормовые базы. Мы будем подавать иск в суд, потому что для нас важны человеческие жизни, ведь если упадет самолет, последствия будут необратимы. Между тем, уже больше 5 лет такие эксцессы в стране регулирует специальный федеральный закон. Закон об аэропортах в России гласит: в зоне безопасности полетов без согласования запрещается размещать и скотобойни, и фермы, и другие привлекающие птиц объекты. О законе знают и собственники фермы, но нарушают ли? Они купили ее 9 лет назад, закон появился на 3 года позже. За последние годы от акционерного общества «Аэропорт Бегишева» в адрес агрофирмы не поступало ни одного письма с претензиями по факту массового скопления птиц в полосах воздушных подходов к аэродрому. Несмотря на доводы, транспортная прокуратура непреклонна. Собственники должны устранить нарушение, и тогда небо будет только для самолетов. Рамиль Шайдулин, Марат Саидгараев, Ильшат Аюпов, Булат Шафигуллин, ТНВ, Набережные Челны, Заинский район.
Препятствия встречаются не только на воздушных, но и на земных путях. Казанцы жалуются, столичные дороги плохо чистят. Свое недовольство они выражают и на портале «Народный контроль». Наши корреспонденты измерили ширину дорог и не везде обнаружили автобусные полосы. Подробности смотрите в вечернем выпуске новостей в 21:30. В Набережных Челнах зафиксирован первый случай, когда в бэби-боксе оставили подкидыша. Случай вопиющий, но в данном случае ребенок был положен в специально оборудованное место, и жизнь младенца удалось сохранить. Пока вся информация по ребенку не разглашается, известно лишь, что он здоров и сейчас находится на обследовании. А она осталась брошенной при живых детях. Жители поселка Джалиль Сармановского района взяли под опеку Марию Виноградову. И это при том, что у женщины 2 сына и дочь. В квартире нет газа и света. Долг за коммунальные услуги 240 тысяч рублей. Как получилось, что родная мать оказалась никому не нужна? Где ее дети? А тех, кто не бросает в беде, Альбина Салгараева. Мороженое принесу. Да. Конечно, будешь мороженое? Такие деньги, ну такое. Даже мороженое для нее – это большое счастье. Наталья Степанова вот уже полгода ухаживает за одинокой женщиной. Встретила ее, когда та просила милостыню. С тех пор кормит и ухаживает, как за собственной мамой. Кушает мало, но этот вот каши, вот такие вот пюре картофельные. Душа у тебя болит, наверное? Очень болит. Потому что я сама без мамы вот сейчас осталась. И прямо берегите мам своих, у кого есть мама, вообще берегите. А вот родной сын Марии Виноградовой, кажется, и забыл о своей матери, хотя живет вместе с ней. Здесь же, в поселке, и ее дочь, но у матери не появляется. Семья 10 лет назад переехала в поселок Джалиль из Набережных Челнов. Там Мария Виноградова работала, но пенсию не получает. Выяснилось, за ней просто не обращалась. Сегодня у нее даже паспорта нет. Сгорел при пожаре. Сын в данный момент не работает, хотя мы хотели трудоустроить ЖКХ, но человек не хочет работать, а дочка на контакт не идет. Как хотели уж, чтобы по свидетельству о рождении дочери восстановить паспорт. Свет в этой комнатушке зажегся только от фонаря видеокамеры. Электричество отключили за неуплату. Нет и газа. Долг за коммунальные услуги более 240 тысяч рублей. Сколько уже не платите за газ, за все? Приблизительно. Не помню, сколько уже. Нормально уж, прилично. Год, 5, 3, 4. Может, 3 или 4 года. Сын утверждает, что мама вела недостойную жизнь, пила, да и вовсе на какой-то период была лишена родительских прав. А потому права обвинять его нет, говорит он. Никого не винят и, несмотря ни на что, в беде не бросают неравнодушные джалильцы. В социальных сетях создали волонтерскую группу, да и администрация поселка обещает помочь с решением вопроса. Отправили в исполком в Челны, Набережных Челнов, и также и миграционную службу. На все службы, на все станции обратились с письмами. У нас скоро появится паспорт на руках. И пенсия получится потом. И хочется, чтобы она жила или в доме престарелых, чтобы была под постоянным присмотром и получила трехразовое питание, как все нормальные люди. Тем временем волонтеры уже собрали деньги на свет и газ, починили электропроводку, принесли теплую одежду, постельное белье, посуду, организовали дежурство. Я надеюсь, что сын возьмется за голову, устроится на работу, потому что на людей надеяться тоже бесконечно же. Он не будет его оплачивать. Они первую помощь оказывают материальную, чтобы он встал на ноги. Но хочется, чтобы он устроился на работу и в дальнейшем сам думала и отвечала за маму. Сегодня важно ускорить процесс восстановления документов Марии Виноградовой, затем оформление пенсии и, возможно, переезд в дом престарелых. Благодаря заботе чужих людей в комнате старушки зажегся свет. А вот когда проснется совесть у родных детей, это вопрос риторический. Альбина Салгараева, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Сармановский район. И вот новость последнего часа. По следам нашей работы, нашей съемочной группы, сегодня Мария Виноградова в оперативном режиме восстановили паспорт. Она получила прописку в комнате малосемейного дома, и к ней теперь уже официально прикреплен социальный работник. Как пообещали в администрации района, уже завтра женщине начнут начислять пенсию, и появится возможность переезда в дом престарелых. Мы будем следить за развитием событий. Это новости Татарстана. Вот о чем далее. Дойдет ли очередь? На очередь стоит более 41 тысячи человек. И когда это 41 тысячные получат, конечно, это неизвестно никому. Почему татарстанские инвалиды не могут отдыхать на курортах Краснодарского края? В репортаже Александры Севастьяновой. КПРФ в Татарстане. О том, что было... Никого.
Пальцем даже не тронул. И о том, что будет. Будем проводить сбор подписей. Заявление коммунистов выслушал Дмитрий Аренин. Лекция для президента. Сегодня первые лица Татарстана в роли слушателей лекции профессора Лондонской школы бизнеса Ричарда Джоли. Он рассказал, как правильно строить отношения между подчиненными и руководителями, отметил основные принципы лидерских качеств. Рустам Минниханов поблагодарил профессора за содержательную беседу. Минтимир Шаймиев поблагодарил сегодня всех за поздравления с юбилеем. Первый президент республики получил много теплых слов, в том числе и от простых жителей. Минтимир Шарипович выразил признательность за внимание, добрые отношения и искренние пожелания. По его словам, такая поддержка вдохновляет на дальнейшие дела, идущие от души для души. Работа с теми компаниями, которые не платят страховые взносы, должна быть не просто жесткой, а жестокой, заявил Ильдар Халиков на итоговой коллегии Фонда социального страхования. Какой поддержки ждать инвалидам и какого наказания злостным неплательщикам? Об этом в репортаже Александры Севастьяновой. Пострадавшим на производстве особое внимание от соцстраха. К примеру, вот такая помощь – автомобили. Только за декабрь 2016-го вручили 80 машин. Поддержка хорошо, но лучше было бы, если бы этой категории граждан не было. Такова задача от премьер-министра. По словам Ильдара Халикова, львиная доля несчастных случаев на производстве в строительной и сельскохозяйственной сферах. Люди, которые уходят из дома на работу и вдруг не возвращаются, это недопустимо, и при этом в этом виноваты все, не только руководители предприятий, но и все проверяющие органы. Ничего не случится, стройка может стоять столько, сколько нужно ей стоять, если на ней не обеспечены охрана труда. Труд должен быть не только безопасным, но и застрахованным. В прошлом году фонд соцстраха не досчитался почти 400 миллионов рублей. В тройке неплательщиков Татфлот, Жилстрой и сельхозпредприятие Камско-Устинское. Главной причиной недоимки – финансовая нестабильность и отмена зачетного механизма при уплате взносов. Я хоть и премьер-министр, я открыто призываю к очень жесткой, буквально жестокой работе с неплательщиками, со всеми. Для нас, как показывает опыт, именно с неплатежей Фонд социального страхования начинается будущее банкротство предприятий. Сейчас штрафы и пени за игнорирование обязательных страховых выплат недостаточны. Управляющий фонда заявил, они выступят с инициативой ужесточить меры наказания на законодательном уровне. Одно дело пальчиком пригрозить, да, и они один раз запасят, потом снова начинают своих обязательств избегать. Другой вопрос, да, конечно, мы хотим выйти из большей инициативы, чтобы и штрафы были больше, и меры наказания были пожестче. Пожестче следует следить и за распределением путевок в отечественные санатории. В 2016 году очередь составила 43 тысячи человек, а путевки получили лишь 8 тысяч. Как отметили сегодня, причина – мало федеральных субсидий. В целом, число недовольств и обращений в прошлом году выросло. Оправдывают это передачей полномочий от Минтруда к Фонду соцстраха. Вот этот период, он, конечно, задержал серьезно отпуск средств реабилитации, особенно сорбирующее белье. Поэтому это, конечно, вызвало серьезное обращение граждан и неудовольствие. Темп поддержать, упущенное наверстать – таковы задачи федерального центра. Отдельно наставление от правительства республики. По недоимкам отчитаться досконально. Александра Севастьянова, Алексей Алексеев, ТНВ, Казань. Настоящий погром в доме устроили в микрорайоне Салават-Купыре. Пока некоторые владельцы квартир 15-го дома по улице Нурихана Фатаха обустраивали жилье, кто-то умышленно вредил в подъезде. Содрал штукатурку, украл светильники и даже пожарные шланги. Кто вредитель и поймали ли его за руку, расскажет Лейсан Сабирова. Все наглядно, все на стене. Наследили в доме, которому всего год, участками штукатурка содрана, местами отбита. С конца лета начали так периодически появляться, они были мелкими, то есть, видимо, то ли задевали, а потом уже больше. Вот к осени уже они начали масштабный характер носить. Масштабы такие, что здесь явно попахивает вредительством. 18-этажный дом, и на каждом такая ужасающая картина. Хулиган был принципиальным и, по-видимому, орудовал несколькими инструментами. Сюда бы фото автора, чтобы неповадно было. Но, как говорится, не пойман, не вор. В возбуждении уголовного дела по факту хулиганства отказали, но кто-то выдвинул свою версию. Как мне один житель сказал, вы, возможно, это специально делаете, а потом умышленно ставите на ремонт. Продолжаем ревизию. Как видно, на этом не остановились. Дом через этаж лишился светильников, а на пожарных шлангах и вовсе сделали бизнес. Украденный рукав продавали за 500 рублей. Сколько их украли?
80 штук. В этом случае жители проявили бдительность. Вызвали органы, когда увидели знакомую машину. Злоумышленники возместили ущерб. Есть такое, да. Ага. Листы очень грязные, поплевано все. По рукам поднатовать тем, кто мусор не может донести до контейнера. Уборщиц в отдаленный район привлекать сложно. А после такого отношения они просто убегают прочь, говорит директор управляющей компании. Мусор ссорят, вынуждены была уйти. Может быть, в такой ситуации я работать не могу. И это при том, что дом долгожданное заселение люди ждали как манны небесной. И хотя известно, в первую очередь, чисто там, где не мусорит. Но зализывать раны придется не хулиганам, а управляющей компании. Ведь без текущего ремонта этому дому уже явно не обойтись. Лейсан Сабирова, Амир Зальшев, ТНВ, Казань. Все в деле с амбициозными планами. Президиум ЦК КПРФ решил оставить в должности лидера татарстанских коммунистов Хафиза Миргалимова, а также второго человека в региональной партии ячейки Артема Прокофьева. Напомним, в ноябре прошлого года широкую огласку получила история о потасовке в Госсовете между коммунистами. Чем в итоге завершился инцидент и на что теперь нацелятся коммунисты, узнал Дмитрий Аринин. В руководство партии было выражено, как говорится, мнение. Хафиз Гаевич, как бы сложно, трудно не было, как говорится, надо работать. Работать в рядах татарстанских коммунистов продолжит и Артем Прокофьев, и его помощница Динара Халимдарова. Именно с ними по огласке в прессе Хафизу Миргалимову приписали потасовку в Госсовете. К разбору инцидента подключили Следственный комитет и соратники по партии. И вот итог. Миргалиев ни при чем. Абсолютно. Никого. Пальцем даже не тронул. Об этом четко сказано. Я тоже не обижаюсь. Сайты для того созданы, чтобы там написать и жареные факты, недожаренные факты. А в то, что внутри партии 2 человека, сегодня мы с ним поругались, да? И что из этого делать? Проблему, что ли? Нет проблем у нас. Когда... С Артемом Вячеславовичем помирились. Теперь помирившиеся коммунисты нацелятся на задачи, которые им поставило руководство партии. Первое – это подготовка к празднованию столетия Октябрьской революции. И тут КПРФ собирается вернуть 7 ноября в число красных дней календаря. Будем проводить сбор подписей по объявлению, как через закон Госдумы 7 ноября объявили красным днем, нерабочим днем, праздничным. Миссия уже следующего года – участие в выборах президента России. И для этого выдвижение своего кандидата. Сейчас в КПРФ наметили более 20 кандидатур. Снова рассчитывают и на Геннадия Зюганова. Председатель партии в добром здравии, если нужно будет, я думаю, он примет участие. У нас есть прекрасный губернатор Иркутской области Левченко. У нас есть прекрасный мэр города Новосибирска. За общероссийскими событиями коммунисты Татарстана собираются не забывать и за делами в республике. Так они будут следить за строительством в Казани мусоросжигательного завода. Там должны сказать слово «профессионалы». Точно так же, как профессионалы подошли по ВСМ. Для решения всего задуманного коммунисты собираются укреплять и расширять свои ряды. Дмитрий Аринин, Александр Горюнов, ТНВ, Казань. Удивительное путешествие. В Москве прошло уникальное шоу, окунувшее зрителей во времена мусульманских героев и просветителей. Театрализованное представление приурочено к празднику Мавлид аль-Наби. Главные роли исполнили актеры Марат Башаров и Шамиль Хаматов. Подробности в нашем вечернем выпуске в 21:30. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Нижнекамский суд вынес приговор 2 мужчинам, развращавшим несовершеннолетних в интернете. Все подробности через несколько минут. Далее выпуски о спорте, о погоде. И до встречи в 21:30. 25 февраля на сцене КРК «Пирамида» состоится самое авторитетное и долгожданное событие в мире татарской музыки. 4-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Булгар Радиуса». Не упусти возможность побывать на самом красочном шоу года. Для лиц старше 6 лет. Щедрые предложения от сервисного центра «Паркавто». Для всех владельцев «Лада» 2017 рублей в подарок. Сервис официального дилера становится доступным с «Паркавто». Мусина 37. 235 35 35. Я когда пришла на завод, мне все таким неизвестным казалось. Даже немного боялась. А потом научилась. Коллектив профессиональный, есть у кого опыт перенять. Главное не стоять на месте и не бояться нового. Казань Оргсинтез. Непрерывное развитие.
Канавто – новый официальный дилер автомобилей УАЗ. Только в январе всем клиентам специальное предложение. Выгода на УАЗ Патриот в Канавто до 90 тысяч рублей. Огромный выбор автомобилей в наличии, выгодный трейд-ин. И все это в Канавто. 230 30 30. Оптово-розничному торговому центру «Порт» 1 год. И он становится на 20 тысяч квадратных метров больше. В 12 часов дня торжественное открытие 3-го корпуса. Увлекательный праздник и подарки для всех. Только 5 февраля. Оренбургский тракт возле остановки РКБ. Новогодняя распродажа от Елена Фурс на раз, два, три. Лучший выбор шуб – это раз. Цены пополам – это два. И рассрочка на 2 года – это 3. Просто паспорт покажите, сразу шубу подарите. Шуба – лучший подарок. Елена Фурс. Где купить автомобиль «Лада»? Выбор очевиден. Канавто – официальный дилер в Казани. Более 1000 автомобилей в наличии. К вашим услугам выгодные программы кредитования, страхования, трейд-ин и регистрация автомобиля. Ждем вас в Канавто. 230 30 30. Добрый вечер. Время новостей спорта ТНВ, в студии Алмаз Гафиатов. В Казахстане стартовала 28-я Всемирная зимняя универсиада. Накануне в Ледовом дворце Алматы-арены состоялась торжественная церемония открытия. Всего в параде приняли участие представители 57 стран. Самыми большими делегациями оказались команды Китая, России, США и Канады. Кадры с мероприятия в своем инстаграм также разместил главный советник президента ФИСУ Игорь Сивов. Напомним, ранее он помогал организовывать Казанскую универсиаду. Что касается спортивной части, уже в первый день татарстанские спортсмены оказались на пьедестале почета. Лыжница Анна Нечаевская, представляющая нашу республику, финишировала второй в индивидуальной гонке на 5 километров классическим стилем. У мужчин в гонке на 10 километров золото на счету россиянина Валерия Гонтаря. Серебряная награда у Дмитрия Ростовцева. И к другим темам. Первое поражение за 3 сезона. Ватерполисты казанского «Синтеза» переиграли главного соперника в борьбе за чемпионство — волгоградский «Спартак». Битва двух титанов отечественного водного пола завершилась со счетом 10-4 в пользу команды Владимира Федорина. К волгоградскому «Спартаку» в этом сезоне близко подбирался разве что «Синтез». Днем ранее казанский коллектив сыграл в ничью с лидером чемпионата. Сложный график в декабре чередовал победы с поражениями. По словам наставника, «Синтез» нашел пути выхода из сложной ситуации, уверенно переиграв соперника во всех периодах. Уже в начале февраля у команды запланированы домашние матчи. Наша команда «Синтез» попала в такой кризис. Непростое было время у нас с декабря месяца, весь январь шатало в разные стороны, влево-вправо. Я благодарен ребятам за эту прекрасную игру. В первую очередь они молодцы, они все сделали для того, чтобы победить. В завершении сенсационную новость в мире волейбола. Игроки краснодарского «Динамо» не вышли на гостевой матч чемпионата России против команды «Динамо Казань». Бойкот волейболистки объявили из-за непростой финансовой ситуации в клубе. По словам игроков и тренеров, они уже 8 месяцев не получают заработную плату. Капитан краснодарского «Динамо» Мария Перепелкина от лица клуба извинилась перед казанскими болельщиками и отметила, что в команде есть надежда на изменение ситуации к лучшему. Поскольку краснодарская «Динамо» отказалась выходить на площадку, команде присуждено техническое поражение со счетом 3-0. В современном волейболе такое происходит не так часто. Это разовая акция, мы продолжаем тренироваться, мы продолжаем готовиться. И я надеюсь, что нас услышат и хотя бы придут к нам и что-то скажут. Это удар, да, для всего российского волейбола. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! В Татарстане установилась стабильно морозная погода. 31 января на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево ясно. Ночью минус 23, днем 15-17 мороза. На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность. Ночью морозно, минус 25. Днем синоптики обещают небольшой снег и около 18 градусов ниже нуля. На севере Татарстана в Менделеевске, Актаныше, Агрызе ночью ясно, минус 22-24. Днем пасмурно, местами с небольшим снегом и около 18 градусов мороза. На северо-западе переменная облачность без осадков. Ночные температуры минус 24, днем столбики термометров покажут минус 18. На юго-западе ночью ясно, минус 22. Днем переменная облачность, местами пасмурно, но без осадков минус 17. В центральных районах республики также переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Ночные температуры минус 24, днем около 16
16 мороза. В последующие сутки температуры постепенно начнут повышаться. Во вторник в Казани ясно. Температура воздуха ночью минус 22-24, днем около 19 мороза. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме и завтра составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Ожидается сильная магнитная буря. Берегите себя. В студии была Лейла Латыпова. До встречи на ТНВ.